Хаумоғыз, хурметли милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Сегодня поговорим о башкирском национальном движении. Итак, что такое национальное движение? Сейчас я вам прочитаю. Как объясняет социологическая энциклопедия, это массовое движение в среде этнической группы для достижения ею своих интересов – экономических, политических или языково-культурных. В зависимости от конкретных условий, в которых развивается национальное движение, их целей, программ и социальной базы, они могут носить или прогрессивный, или реакционный характер. Итак, есть ли у нас башкирское национальное движение? Лично я считаю, что пока существует стремление сохранить себя как башкирский народ, будет существовать и башкирское национальное движение. С моей точки зрения, если рассмотреть полностью башкирское национальное движение, то условно можно поделить его на три части. Левая часть башкирского национального движения, центр и ее правая часть. Итак, левая часть башкирского национального движения, или коротко БНД, это политические организации, общественно-политические организации, общественные организации, отдельные политики, общественные и культурные деятели, интеллигенция, которая работает на эту власть или находится в союзе с этой действующей властью. Как правило, они участвуют в различных мероприятиях с действующей властью, в пропаганде языка, культуры, пропагандируют здоровый образ жизни, ну и так далее. На это им выделяются средства, как федеральные, так и республиканские. Как правило, они участвуют, их допускают, точнее, к участию в грантах. Из отдельных представителей левого башкирского национального движения допускают до участия в политике. Из их числа набирают в депутаты различных муниципальных образований, берут даже в Госсобрание Курултай, а некоторых даже в Государственную Думу. Из их числа набирают в чиновники различных ведомств по всей республике. Кого-то даже берут в Белый дом, в Уфу к нам, а некоторых даже в Москву забирают. Но для этого они должны показать свою лояльность, преданность этой власти. Они должны помогать продавливать все вредные законы, которые принимаются в Москве, вредные законы по отношению к национальным республикам, конкретно к башкирскому народу, к республике Башкортостан. Они должны помогать убеждать в этом наш народ. Общественные же организации точно так же должны помогать продавливать эти законы, вредные, а иногда даже преступные законы. Либо когда уже убеждать или продавливать до такой степени уже зашкварно, то они, как правило, молчат. Но никогда не выступают против этих законов. Если рассмотреть психотип тех людей, что идут в эти организации, то, как правило, они думают, что приносят пользу башкирскому народу. Ну, я в какой-то мере согласен с тем, что да, они приносят пользу башкирскому народу. Но, если рассмотреть вот сверху на их деятельность, посмотреть, то они делают хуже только своему народу. Это можно понять простым способом. Положение башкир ухудшается с каждым годом. Все хуже и хуже становится. И сколько бы ни делали пользы представители вот этого левого башкирского национального движения в союзе с властью, с этой действующей, сколько бы они ни делали пользы, итог – это ухудшение положения башкир из года в год. Некоторые же часть идут в эти подобные организации провластные с конкретными корыстными целями ради продвижения своего карьерного роста или построения своего бизнеса. Такие люди, они не только сознательно то есть помогают этой действующей власти, они еще сознательно давят и угнетают своих же башкир, пытаясь выслужиться перед действующей властью. Как это делает, например, Азат Казакбаев перед Азатом Бадрановым, Азат Бадранов перед Радием Хабировым, Ради Хабиров перед Путиным. Понимаете, да, цепочку?
Есть и отдельные представители культуры, башкирской нашей культуры, которые открыто идут против своего народа, сознательно открыто идут против своего народа. Особенно ярко это проявилось в событиях на Куштау. Такие люди почему открыто идут? Они знают, что за это они получат какие-то награды, будут допущены к участию в грантах, им дадут какие-то должности, а некоторым даже дают лицензии на карьеры. Вы все прекрасно понимаете, о ком я говорю. Имена, фамилии называть не буду, ну вы понимаете. Но еще стоит сказать и о тех представителях в левом башкирском национальном движении, которые работают с этой действующей властью, но не поддерживают ее. Как правило, они молча делают эту работу, не участвуют в репрессиях, не участвуют в подавлении башкир, не осуждают их. Они просто работают молча и ждут, когда наступит изменение в стране. Таких, конечно, мало, но они есть. А может даже и немало. Итак, это вот левая часть башкирского национального движения, которое я вам описал. Следующее это центр. Это основная часть башкирского национального движения. В ней политических партий нету, политических организаций тоже нету. Но сами понимаете, что у нас на сегодняшний день не могут существовать открыто политические партии, организации, которые не лояльны к действующей власти. Но есть отдельные политики, есть отдельные общественные деятели, огромные массы интеллигенции, общественные организации, да, которые работают на благо башкирского народа, ну и всей Республики Башкортостан. Они могут быть в союзе с действующей властью, когда та делает что-то полезное для башкирского народа. Могут поддерживать ее в этих случаях. Либо они молчат, когда и терпят весь тот беспредел, который творится вокруг них. И не высказывается ничего, но и не поощряют, да? И не осуждают. Либо, когда уже терпеть нет сил, они присоединяются к акциям протеста. Ну, например, это как это было вот 16 сентября 2017 года на митинге в защиту башкирского языка. Там была огромная часть интеллигенции. Либо как это было 15-16 августа 2020 года в событиях на Куштау. Там точно так же была огромная часть вот именно с центра башкирского национального движения. Ну и, наконец, правое крыло башкирского национального движения. Это национальные силы, которые открыто отстаивают права и интересы башкирского народа. Это общественные организации, отдельные авторитетные представители башкирского народа и огромная масса людей, которые ненавидят всю эту колониальную власть. Они организовывают акции протеста, открыто критикуют власть, не соглашаются с нею, с ее законами. Ну и стараются просвещать людей, политически просвещать. К таким бы организациям я бы отнес, начиная с 90-х годов, это Башкирский народный центр «Урал», это Союз башкирской молодежи. Но здесь надо оговориться, что Союз башкирской молодежи именно в 90-х годах. Потому что в 2000-х годах эта организация плотно срослась с властью. И уже стала представителем левого крыла башкирского национального движения, которое я уже описал чуть выше. Итак, Союз башкирской молодежи именно 90-х годов. Это башкирское правозащитное движение Кук-Буре. Это башкирская общественная организация Башкорт. Сегодня это действующая организация «Патриоты Башкортостана». Если брать отдельных представителей, авторитетных представителей башкирского народа, то если перечислить, всех, конечно, не смогу, но вот кого назову, да, это, естественно, это Фаиль Алсынов, это Айрадиль Мухаметов, это Сагит Исмагилов, это Рамиля Саитова, это Фанзиль Ахмедшин, это Гарифулла Епаров, это Валиахмед Бадреддинов, ну и многие другие лидеры башкирского национального движения.
Вот примерно так на сегодняшний день, в моем понимании, выглядит башкирское национальное движение. Если посмотреть на будущее, то рано или поздно наступит час X. Мы никто не знаем, когда оно произойдет, как оно произойдет, но оно наступит в любом случае. Вы все прекрасно понимаете, что я имею в виду под этим словом. Так вот, когда наступит час X, центр башкирского национального движения присоединится к его правому крылу. Туда же присоединится и левая часть башкирского национального движения, которая сегодня не согласна с действующей властью. И, конечно, туда же присоединится весь башкирский народ. И вот тогда-то мы изменим нашу республику. Пока же всем нам необходимо каждому заниматься своими делами на благо башкирского народа и Республики Башкортостан, просвещаться, интересоваться политикой, ну и ждать часа X. На этом все. До свидания. Осрашхага тиклим.